эмеден бери токтоттурабыз, октябрдан бери. Требованиялар ошол түтүн 3 миллиондон бергиле деп 20 түтүн болчу, азыр дагы көбөйтүрбү. 2 түтүн кошуп атышты, 22 түтүн болду деп. Рабочийлердин болсо кредиттери бар, эч кимиси кредитин төлөй албайт, неме кыла албай отурушат үйлөрүндө, бизлерин алат айтып атышат. Аулактыктарга. Плюс еще бесплатно неме болчу, ала турган болчу рабочийлер, ала электери да бар болчу, алып алгандар да бар болчу, 20 кишидей бесплаткасын ала албай атат 5 тоннадан, чыгымын алат да. Берекеттен ишканасынан. Алар тоңуп отурушат ошол менен. Жергиликтүү бийлик кандай кадамдарды жасап атат? Барыш. Жергиликтүү бийлик болгондо азыр бияктı бир түшүнүп эле атпайсыңар. Бүтлө токтотуп салган. Ошол чет жаапында аулактыктар элдин баарына кыдырып кирсе да. Далдырашып турбуз. Чет жаап отуруп атат. Сиздер кандай эмеге барып атасыздар? Ушу 3 миллионго макул эмессиздер да? Жок, алды хажайын башка болгондон кийин мурунда эле ушундай эле немелер болгон нюанстар. Хажайындар башка болчу карьерлеринчи. Алар мыйзамга такабай эле эч кимисинин документи болбосо, үйүнө, жерине документи болбосо. Эчтеке берилбей эле калчу. Документиңерди топтоп эми мыйзам чегинде бир немесин карабайсыңарбы депчи. Бул үйлөрдү көчүрүү боюнча маселе көтөрүлгөн экен, ошол кандай болуп атат? Көтөрүлгөн эмне? Азыр хажайындар бүт эле отказ жазып атышты го, эч ким эчтеке бербейбиз депчи. 1 миллион 300 миңден берели деген ага макул болбой койду. 1 миллион 300 миңге макул болбой коюшту. Макул болбой коюшту. Берекеттен 300 миңден түтүнгө 20 түтүнгө 300 миңден берели деген ага. Акыркы сөзүбүз ушул, андан ашык бере албайбыз деп. Сиздердин ишкана 300 миңден дейсизби? 300 миңден берели дешкен анан. Алар да макул болбой. Ошондо 300 миң болгондо 3 көмүр ишканасы теңби? Жок, ошо именно берекет эле. Берекет, Жа 1 миллион 300 миң деп атканыңыз кайсы? 1 миллиондон кийин Бабачиев Узунбулак немеге Бабачиев өйдүк агулакка бермек. Центр Азия болду. Ылдык агулакка. Берекет 300 миңден өйдүк ылдык агулакка бермек. Ага макул болбой коюшкан экен, макул болбойт. Анан жанагы эмени айтып атышат, көмүр калдыктары бер жака эле каптап төгүп келип атышат деп, жанагы баягы нормалар менен эле иштеп атасыздар да, көмүр казуу. Мен бир жака төгүп келип атышат деген отведенный атвал бар да. Аны жактан проекти де бекитилген. Ошону менен эле иштеп атабыз да. Андан сырткарда чыга албайт. Андан сырткары чыксаң азыр Госкор технадзор бар. Охрана недр бар, экотехинспекция бар. Алар бизге мыйзам бузууга жол бербейт. Биз эми жерлер менен жакшы эле иштешип эле иштеп атканбыз. Ошол 30 күнү өйдөнкү карьер берекеттен билесиздерби? Ошол карьерге барып элдер баа чаңдатып атып, өйдөнкү карьерденчи чаңчып атат деп. Ошол карьерге басыптыр. Агулак ылдык өйдөнкү чогулуп. Барганда ошол карьерди токтотушту, токтобула, бияктан иштебегиле, бизге чаң келип атат деп. Ал карьер деген уже баягы өз көрүнүштөрдө эмеге жакын болуп калган, уже айылгачы. Ошо айылга жакын болуп анан тигилер чаңдатып атасыңар, токтоткула же арыра барып иштегиле десе, тигилер анда токтотсоңор, тиги башка карьерди да токтоткула дептир. Жаныбыздагычы. Ал бизде анан тиги Бабачи деген, Центр Азия болуп келген. Ошо экөөнү токтотуп андан кийин кечинде эле бизге келишти. Сиздер эми чогулушка чакырып атат деп. Эмне чогулуш экенин билген эмес. Барсак эле үч карьер токтоткула ишиңер дейт. 3 миллион сомдон бергиле ар бириңер дейт да. Элге.
Неге десек, биз бияктан көчүшүбүз керек дейт. Ошондо ар бир көмүр ишканасы бир эме тургун 3 миллион сомдон. 3 миллион тургунга. У меня нет никаких к этим жителям притязаний. Они живут там сколько лет, я не знаю. А это их жилье, права собственности, конечно, на землю нету, потому что на этом месте находятся недры, государственные недры. В мою лицензионную площадь их поселок не относится. Я претензий к этому поселку никаких не имею. Так что, я не знаю, они единственное, что там вопрос стоял, связан с экологией. Они претензии предъявляли Берекет компании. Там они делают скрытные работы, и пыль идет на их поселок. А то, что касается нашей компании, мы еще в 2017 году сделали корректировку проекта и поменяли направление разработки месторождения. Мы начали разрабатывать месторождение в восточную сторону, не в сторону поселка, а именно восточную, напротив поселка. А то, что находится под поселком, какие-то запасы, мы их перевели на подземную разработку и, будем говорить так, чтобы с населением жить мирно, эта категория запасов у нас находится на подземке, на балансе. И мы к ним претензий никаких не имеем. И не имели. Мы работали, спокойно работали, никаких претензий не имели. Конфликт тот, который возник, он не возник как конфликт. Население потребовало остановить производство. На основании чего мы останавливаем не только вас, мы останавливаем 3 карьера. То есть они остановили 3 карьера. 3 карьера, а какие требования? Вот вы 3 карьера соберитесь, решите нашу проблему. Переселите нас там, или заплатите нам за наше жилье. Я говорю, хорошо, я тоже считаю правильно, какая-то компенсация должна быть, потому что люди, семьи, семья это же жизнь человеческая. Было проведено совещание у Акима, с участием Акима, Алюкмуту, начальника РВД. Было совещание, по фамилии их не помню всех. Но на этом совещании каждая компания согласилась выплатить им, например, мы согласились выплатить 1 100 000, там Музунбулак, Сурку, тоже за 1 000 000 заплатить. Вот почему-то Берекет там 200 000 заплатить. Все равно получалось по 2 200 000. Но насколько требования населения, они требуют по 3 миллиона. Именно по 3 миллиона. Некоторые против, понимаете, как вам сказать, заплатить, как на базаре, за что-то 3 миллиона, это когда видишь, это 3 миллиона не стоит, жалко же деньги отдавать, да, вот чисто так, гипотетически. Ничего не говорю, желание, человеческое желание и 10 миллионов можно попросить. Но когда ты покупаешь вещи, и эта вещь не стоит 3 миллионов, конечно, некоторые против. Например, компания, как ее там, Нацко, она говорит, если хорошо, почему 3 миллиона, давайте оценку проведем. Нам же тоже как-то платить, обосновывать надо какими-то документами. Деньги же так не выдаются же. Человек получает деньги по зарплату, командировочную, как-то отсчитываются эти деньги. А мы как дадим 3 миллиона? Вот купили вот этот дом за 3 миллиона. В 2009 году мы заключили с ними договора вот я только веду разговор о Верхнем Акулаке. О Нижнем не веду разговор, потому что рядом с месторождением находится именно Верхний Акулак.
Мы с этим поселком вели переговоры на выкуп их домов. Еще в 2009 году, это сколько лет назад. Подписали договора, начали платить по графику. Потом случилась революция в 2010 году. Ну, и мнение жителей, будем говорить, поменялось. Там у нас договор был, я не помню сколько, под 700 тысяч, ну не помню, 700 тысяч, что ли, договор был. Они сказали, давайте миллион. Мы согласились на миллион, тогда был директор, совсем другой человек. А потом, когда договора привезли, вот, ну, миллион подписали, переделали договора, они отказались. Затребовали 3 миллиона. Вот мы не можем столько вам год, да, встретимся в суде. Обратились в суд, доставили все документы. Когда суд рассматривал отношение договоров купли-продажи, сделал неправильно. Мы не могли с ними заключать контракт купли-продажи, а мы тоже не знали, у них нет права собственности на землю. По документам должно быть право собственности на землю. А земля, на которой расположен этот поселок, относится по категориям земель Кыргызской республики до 3-й категории. Это категория обороны, связи и промышленности. То есть эти земли никак не передаются в частную собственность из-за того, что еще в 1972 году, ну, когда месторождение разведывалось, ставился на государственные балансы запасы угля под этой землей. Они каждые 10 лет проверяются, и опять эти запасы опять ставятся на баланс, или увеличиваются, или уменьшаются. То есть государственная земля, и она никак не подлежит, чтобы кому-то эта земля принадлежала. Но не можно там производить, там линию построить, ну, это временное строительство, капитальное строительство вообще запрещается. А вот этот поселок, Верхний Акулак, он и был поселком геологов. Да, именно разведочной геологической партии, да, которая и вела геологическую разведку Калакского месторождения. Для временного проживания, да? Она давно существовала, Калакская геологическая партия. А вы же помните, когда вот разделение государств произошло в 92-м году, когда Кыргызстан и все республики проявили суверенитет, имущественный комплекс, который находился на территории этих государств, перешел в собственность Кыргызской республики. И как, допустим, раньше же Москве все подчинялись, все министерства, правильно же? И геологическая разведывательная партия, та, которая проводила здесь геологические работы, и имущественный комплекс весь, относился тогда к России, будем говорить так, ну, к Москве, проще так. А когда в 92 году разделение произошло, ну, это имущество осталось в Кыргызстане, как собственность Кыргызстана. Она попала как имущественный комплекс в валютную местной власти. Ну, они ее продали как технические паспорта, вот, как общежитие просто. Продали местным жителям. Они заселились, но право на землю никто никогда не передавал. С тех советских времен на балансе находилось советских времен, и уже при суверенитете Кыргызстана то же самое на балансе государства находится. Ну, будем говорить, все, то есть на суде те договора, которые мы заключили на куплю, они посчитались ничтожными. То есть они не имели права заключать такие договора. А мы тоже, будем говорить, не сильно... Ну, когда перед фактом оказались, мы тогда свое требование поменяли на возврат денег. Не дома, а и возврат денег. Поменяли не вот этот дом, потому что он, ну, нельзя его продавать.
и земля никогда в жизни не перейдет. А возврат денег, вот суд мы выиграли, то есть им каждому договор, тот, который заключен был ничтожным, сторонам вернуть деньги. Они должны нам деньги вернуть, на этом и все. А вот... Но возвращать деньги, вы же знаете, откуда такие деньги, судопроизводство, они просили, больше мешать не будем, пожалуйста, не выселяй, не забирай там. Мы все одинаковые, все в разных условиях жили. Я согласился с ними, никакое судопроизводство не стали, выселять не стали, имущество забирать не стали. Договорились по-мирному, что они нам не мешают, мы продолжаем работать в восточном направлении. На этом, будем говорить, салам алейкум, помирились, и будем дело закрыли. Заключили мировое соглашение. По мировому соглашению я у них не требую деньги за эти дома, которые ранее были выкуплены, оплачены. Они только продадут эти дома, только когда, если захотят продать, только мне, если не мне, извините, пожалуйста, нашей компании Центр Раздел только ей могут продать, никому другому. И на этих условиях мы не требуем у них деньги, возврата вот этих ранее оплаченных денег. Суд уже принят по этим сотрудникам, по деньгам, которые были раньше, в 2009 году оплачены, уже есть окончательное решение. Есть решение, они должны вернуть деньги нам, да. Возврат, они должны деньги нам вернуть. Тот, кто, вот я в тот случай рассказал же, тот, кто, допустим, подписи, вот эту я бумагу подписывал, это не я подписал, это должна была хозяйка подписать. Начинают вот такие глупости говорить, да, а деньги на самом деле получали, это уже пахнет мошенничеством. Я им объясняю, вы можете кого хотите обдурить. Корреспонденту, пускай, извините, пожалуйста, что, к примеру, вам сказать, там, соседу сказать, да. Но вы деньги брали у нас в компании. Вы незаконно, но вы их получили. Ваша подпись есть, да. Пускай вы выступили за хозяина, но вы получили деньги, получили. Это мошенничество с вашей стороны. Вы отказываетесь от того, что типа подпись не дали. Это мошенничество. Мы отдадим дело тогда не в таком разбирательстве гражданское, а отдадим в уголовном порядке. Деньги-то вы получили. На это все свидетельство есть. И роспись есть, и идентификация подписей есть. Так что там вот такая, люди немножко не так понимают границу ответственности. Так что вы, конечно, вправе задавать вопросы, я говорю. У нас эти вещи, суд, прежде чем рассматривать такие заявления, рассматривать вот эти дела, он проверял подпись, я же вам говорю. 2 дела, суд до сих пор не принял решение, а я не стал подавать уголовный порядок. Будем говорить, уже договорились за это время, уже договорились. Я не стал возбуждать уголовный порядок, как мошенничество. Таких 2 договора есть, которые не получала сама хозяйка. Хозяйка лежала в постели, не могла выходить, получать деньги. Это мы наложили арест. Это судебный, это как вот любой иск существует же у нас. Накладывают арест на машину, накладывают, арест на недвижимость накладывают, чтобы человек не воспользовался, не продал ее. Был наложен арест. И мы не брали собственность их, не жилье, и она их не до сих пор, и что хотят они, и что и делают. Но мы из-за этого заключили мировое соглашение, чтобы они не перепродали, потому что деньги-то взяли у нас. Мы почему их ограничили именно мировым соглашением, что они могут только нам продать, последствия развития месторождения. А так мы их ни в чем не ограничили. Нет, такого нет права собственности. Хорошо. Вот видите, как говорят, неправильно говорят. И потом они задавали вопрос, я вам сейчас продолжу, сними арест. Я говорю, я, как истец, могу наложить, просить суд наложить арест. И я сам не накладываю, наша компания обыкновенная, но при обращении в суд, при определенных обстоятельствах, суд принимает решение наложить арест. А снять с ареста вы можете сами. Я им
уже, как сказать, за 4-5 я им объяснял. Ну, я не хозяин вашего дома, я не могу от имени вашего дома писать. Вы не должны пойти в суд, написать заявление вот по такому-то, в связи с тем, что заключено мировое соглашение, снимите арест. Вам снимут. Я уже устал объяснять, я уже, как вам сказать, адвоката наймите, еще что-то там. Ну, правда, тяжело немножко, да, вот. Вы только поймите правильно, не того, что, да, ну, все в разных условиях живем, не все, понятно, институт окончали, но тем не менее, есть право к кому обращаться, я не могу обратиться, я уже сколько раз объяснял. На одного человека назначить с вашего дела, а лепнуту поставить от ваших домов, он подаст статейский суд снимет арест. И так и договаривался, и ждал я в суде, ну, я устал. Правда. Это ребятам объясняешь, это все, они, видно, каждодневная работа или каждодневная вот это бытовые проблемы житейские, может быть, и не дают им возможности выехать, решить этот вопрос. Тоже понимаю их. Ну, нам не дают работать. И вот последний, вот новый аким, вроде бы назначили нового акима. Да. Ну, я как раз заболел, я не мог выехать, но был начальник Карелина, представлял наши интересы. Они совещались в этом, в Аиле было совещание. Ну, Аила выступает, дайте нам каждому дому по 3 миллиона, потом только работайте. Я вот это не понимаю. Но если я даже согласился участвовать в этом, да, я дам свою долю. Еще в начале я сказал, я дам. Почему мне не разрешают, я вот тоже не понимаю. Вот скажи, вот, подожди, я согласился, давайте, я подписал бумагу, мы тут 100 миллион, почему работать не разрешают? И у меня, я не могу людям зарплату заплатить, поймите правильно. Я не могу вот там этому, кому-то в городе, я вообще ничего не могу. Так же не бывает. Ну так же не бывает. Ну я же не, я же как так вот с кем-то, это рейдерство. И вы извините, я по-другому больше ничего не нажму. Это рейдерство. Это схватили за горло, дай 3 миллиона. Я думаю, мы работаем, мы работяги, дайте нам работать, продолжать работать. Хотя, ну как так, не работает 5-3 миллиона. Это рейдерство. Вы мне извините, они прикрываются своей нищетой. Там, понятно, не каждый в Москве родился. Угрозы бандитские, но нельзя так, а. Нельзя, это же местные аильские просят, дайте нам зарплату, получить мы зарплату. В крыше занимаете? Зарплату не успели получить, дайте нам зарплату получить. Сначала разрешают 3 дня работать, потом приходят другие. Нет, не разрешаем. Соседний карьер хотел получить бесплатный уголь. Ну, как работники шахты дают, бесплатный уголь дают. Начали получать вроде бы там, раз остановили их. А зачем? А нам не дали зарплату получить. И вы тоже не получите. Вы понимаете, же получается, они друг друга даже вот, и так нельзя. Да. Это беспредел, блин. Это беспредел. Даже тот не может уголь получить. Замерзает дома семья, на карьере работы не может уголь получить. Потому что те не получили зарплату. Вот друг другу теперь, вот у них такая теперь теория большая. Ну, я там не был, чуть-чуть заболел с этим гриппом, прокашлялся неделю. Но тем не менее, нельзя так. Просто чисто человечески нельзя.